Налоги для физических лиц – это обязательные платежи, которые удерживаются с официального дохода или необходимо оплачивать при продаже недвижимости или получении иной прибыли. Но есть и другие обязательства, которые возникают у владельца чего-либо перед государством. Всего существует около 20 видов налогов. Среди них имущественный, земельный и транспортный. Базовые ставки на имущественный налог определяются законом и на данный момент составляет 0,1% от стоимости жилья. Земельный налог устанавливают региональные органы власти, транспортный устанавливается с учетом мощности автомобиля. В региональной налоговой службе доводят до сведения жителей об изменениях в законе, которые вступили в этом году и ожидаются в следующем. В течение 2023 года, образно говоря, в переходный период налогоплательщик имел право предоставить уведомления об исчисленных суммах в форме распоряжения. То есть в распоряжении при оплате он мог указать свои начисления и одним документом подать и сумму оплаты, и отразить сумму для начислений. Эта форма документа перестает действовать с 1 января 2024 года. То есть уведомления, соответственно, будут даваться уведомления с исчисленными суммами и соответствующее распоряжение. То есть это теперь будет разделено. Тут нужно отметить, что есть категории граждан, которые освобождаются от части налогов. Вообще не платить взносы или частично могут инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ряд военнослужащих, репрессированные. Здесь есть одно «но». Нужно прийти в налоговую и заявить о своих правах. Предоставляется льгота по объекту налогообложения, по имуществу, по одному объекту, неиспользуемому в предпринимательской деятельности в размере 100%. По земельному налогу в размере вычета по 6 соткам. То есть, если физическое лицо владеет земельным участком больше, чем 600 квадратных метров, то есть 6 соток, льгота предоставляется на 6 соток, а оставшаяся часть участка от кадастровой стоимости подлежит исчислению имущественных налогов. Льготы по транспортному налогу предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, кавалерам ордена 3 степеней славы, чернобыльцам и лицам старше 80 лет. Льготы предоставляются по одному автотранспортному средству. Полное освобождение по одному автотранспортному средству. Если у физического лица в собственности находится несколько автомобилей, и, соответственно, у автомобилей разная мощность, разные суммы исчисленного налога, то льгота предоставляется по автотранспортным средствам, имеющим наибольшие лошадиные силы. Низкая платежная дисциплина – одна из проблем, с которой в республике борются несколько служб и все министерства. На сегодня бюджет республики недополучил свыше 800 миллионов рублей налогов. Платежная дисциплина населения республики составляет от 10 до 20%. Это значительно затрудняет работу налоговых органов, направленную на принудительное взыскание. Транспортный налог задолженность составляет 425 миллионов. По имуществу это 260 миллионов, и земельный налог это 160, порядка 160 миллионов. Чтобы было понятно, да, в год примерно начисление по имущественным налогам это 300-350 миллионов. Из 350 миллионов оплаты поступления, да, поступает в пределах 200 миллионов. Из 200 миллионов 156 миллионов – это в рамках мер принудительного взыскания. И только 50 миллионов – это добровольная уплата налогоплательщику. О чем это говорит? Это говорит о низкой платежной дисциплине. Налоговики напоминают, за неуплату можно попасть на деньги. Согласно закону, неуплата налогов грозит штрафом в 20% от неуплаченной суммы. В случае, если будет доказано, что нарушение совершено умышленно, сумма штрафа возрастет до 40%. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.